Петрунь. До приполярного села дорога не близкая. Добираемся уже сутки. Автомобиль, поезд и вот теперь лодка. По воде нужно ехать почти 100 километров от станции Уса. И вот показываются первые дома. Проплываем мимо высокого песчаного берега. Местные жители называют эти холмы Белбан – идолы. Первое название села Петрунь – Белбан. До прихода в эти края ижемских братьев Хозяиновых бывали здесь только немцы-оленеводы. Тогда на просторах Верхней Усы они пасли свои огромные стада и были единственными хозяевами здешних земель. Немцы торговали с купцами из Москвы. Такие ярмарки проходили в районе современных деревень Абись и Роговая. Именно там стояли торговые амбары оленеводов. До начала XX века немцев называли самоедами. Существует много толкований слова «самоед». Наиболее часто встречается «сам един», то есть человек, живущий уединенно. Есть и еще одно предположение. Слово произошло от саамского «самоедне» – земля саамов, поскольку в далеком прошлом немцы и саамы жили на одних территориях. На высоком берегу реки Уса самоеды устроили святилища, жертвенные места. Это уникальные памятники традиционной народной культуры. Они играли важную роль в общественной и семейной жизни немцев и даже помогали людям выжить в суровых природных условиях севера. Считалось, что именно духи даруют здоровье и благосостояние, и они же, разгневавшись, могли ниспослать болезни, смерть и падеж скота. У немцев было два периода жертвоприношений. Весной, когда всходит трава и появляются листья, возвращаются птицы и гремит первый гром. И осенью, когда улетают перелетные птицы и выпадает первый снег. По представлениям немцев, земля живая, а каждый холм, сопка, река, озеро, море имеют своего хозяина, духа. Но имеются особые священные места, отмеченные высшей, сакральной значимостью. Обычно оно не имеет точно установленных границ и располагается на приметных местах – возле камня необычной формы, на вершине холма или на берегу озера. В таких местах нельзя вести хозяйство, находиться людям. Если другие народы ходят молиться в храм, то у немцев такими храмами являются священные земли. У духов самоеды просят успеха в охоте и рыбалке, в оленеводстве, благополучия в семье. По верованиям самоедов, главным храмом считается не тот, что чаще посещается людьми. Как говорят сами немцы, главные боги живут на концах земли, то есть как раз в тех святилищах, которые недоступны каждому. Ученые-краеведы в 20-е годы прошлого века ездили в специальную экспедицию на север, в Ижмо-Печорский уезд. В раскопках и добыче материала нашим ученым помогали московские археологи. Тогда, почти 100 лет назад, краеведам удалось привезти уникальную коллекцию старинных предметов. Среди них были и деревянные идолы. Такие же стояли и на берегу Усы. Алексей Семенович Сидоров привез около 1000 предметов старины. Все они очень интересны. Рассказывают о жизни оленеводов, об их занятиях, быте. Но много предметов разрушается от времени. Здесь и сумки, и головные уборы, детали оленей упряжки, украшения из оленьих костей.
Это поистине золотой фонд нашего музея. Экспозиция Солон и выставка Солон представлена. Деревянный идол Болбан был высотой в человеческий рост, голова круглая, высечена личина. Каждый год оленеводы-кочевники приносили для идола новую одежду и одевали его. По одежде считали, сколько ему лет. Своему тотему ненцы дарили самые дорогие меха – куницы, горностая, лисицы, песца, соболя. Забивали в жертву лучших оленей. Их еще называли йенкер – божественный олень. Рядом с идолом самоеды проводили языческие ритуалы. Разводили костер, на котором варили мясо жертвенного животного. Мясо ели как сырым, так и вареным. Жертвенной кровью мазали губы болвана. Пели, плясали, били в бубен. Ненцы-оленеводы приезжали на эти места, приносили богу-идолу жертвы, мясо оленей. Старожилы уверяют, что еще в 30-е годы прошлого века здесь, в песке, можно было обнаружить кости животных. С каждым годом берег реки осыпается, песок скрывает былое. Но оказывается, даже сегодня можно обнаружить останки. Местные жители сюда ходят редко, обходят стороной эти места. Да и говорят о болванах с неохотой. В Коми таких мест совсем немного, обычно встречаются на крайнем севере. Но вот в соседнем Ямало-Ненецком округе жертвенные камни остались. Пожилые оленеводы вспоминают, как своими глазами видели такие святилища в действии. Когда мы ходили со стадами, видели одну гору. Она очень большая. Это святой камень. Там обязательно нужно оставлять что-то ценное, чтобы Уральские горы дальше пустили оленьи стада. Немцы новые деньги как-то положили, а мы, пока жили в тундре, даже и не знали, что деньги поменялись, другие стали. Наши оленеводы, молодые, родственники искали, и Сарампауле, к родственникам ездили, Сарампауль, Ханты-Мансийский округ, и они так же, как и наши предки здесь оставляли-то, у нас в Болбане были, у них также по дороге едешь, есть места, где оленеводы, эти кочевали ненцы, и они оставляли там свои вещи, и проезжаешь, и обязательно, если ничего не оставляешь, там с человеком что-то случается. Такие магические случаи такие. И надо оставить, хоть спичную коробку или зажигалку. Они все еще оставляют. Такие места есть. Совсем недалеко, буквально в нескольких десятках метрах от священных болванов, есть еще одно мистическое место. Оно тоже связано с самоедами. А это дорога ненцев, Ярантуй. Именно здесь проходили караваны оленеводов в тундру. По легендам местных жителей, это место считается проклятым. Здесь не строят дома и не пасется скот. На небольшом участке когда-то стояли два дома. Первый сгорел абсолютно новым. Хозяева даже не успели пожить в нем. После этого второй разобрали и поставили в другом месте. Теперь здесь пустырь. Растет только белая пушица и морожка. Но местные ягоду не собирают. А еще старожилы рассказывают, что если остановиться на этой дороге и прислушаться, можно услышать свист. Свист ненецких оленеводов. И таких странных мест при Полярном Петруне немало. Удивительное село с удивительной историей, самобытной культурой и интереснейшими людьми. Но о них мы расскажем в следующих выпусках Коми Инкогнито.